Продолжаем эфир Первого городского телеканала. Напомню, вы смотрите программу «Из первых рук», студия Асель Арыстангалиева. Сегодня у нас в студии Уразаев Олжас Нурланович, директор медицинского центра Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова, главный онколог области, доктор PhD. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня, Олжас Нурланович, будем говорить не только о проекте «Зеленый коридор», но, наверное, прежде начнем разговор со статистики. Скажите, пожалуйста, прошло почти уже полгода с начала. Какая статистика на данный момент в разрезе с 2025 годом, ну и в целом в 2025 году, сколько было выявлено онкозаболеваний? Да, действительно, на сегодняшний день онкозаболевания продолжают расти. Если сравнивать первое полугодие нынешнего года с прошедшим годом, то в целом мы отмечаем до 7% темп роста. Если же смотреть в разрезе 2025 года, то, к примеру, было выявлено около 2000 новых случаев рака. Кстати, даже следует отметить, что около 40% из этих выявленных пациентов – это все-таки наши граждане трудоспособного возраста. Также хотелось бы отметить, что и на сегодняшний день отмечается рост среди наших молодых жителей. То есть, если касаться, там, условно скажем, до 40 лет, то этот процент составляет около 8%. Это где-то около 150 человек. А если по гендеру, есть ли разделение такое? Тоже делаете ли вы статистику, анализ? Да, конечно, статистика такая проводится. В целом это больше, конечно, женщин. Да, потому что если смотреть по выявляемости, то на первом месте стоит все-таки рак молочной железы. Вот, кстати, раз уже начали говорить по поводу чаще встречающихся онкозаболеваний, что первое место – это рак молочной железы. Да, первое место – это рак молочной железы, на втором месте – это рак легкого, на третьем месте у нас стоит рак прямой кишки и толстой кишки, следующий – это у нас рак желудка и, скажем так, замыкает эту пятерку рак шейки матки. Два из них относятся в любом случае к женской аудитории. Да. Совершенно верно, это рак молочной железы и рак шейки матки. Отсюда и статистика, что все-таки, если делить по гендеру, то женщин чаще встречаются случаи с женщинами. Да, совершенно верно. Также, как вы видите, да, как вы отметили, что все-таки рак молочной железы и рак шейки матки относятся как бы к женской половине, то, соответственно, и скрининги у нас сегодня также направлены на улучшение вот этих вот как бы показателей, и не только показателей, вообще здоровья женщин наших. Олжас Нурланович, ну вот когда женщины поступают, вы же интересуетесь, а как давно проходили скрининг? И вот в данном случае все больше ответов все-таки давно или же как часто? Потому что скрининги проводят бесплатно при поликлинике, за которой мы закреплены. Собственно, и медсестры, они звонят даже и приглашают. Вопрос тогда к нам, к женщинам. Почему мы не ходим? В целом, я бы хотел отметить, что все-таки солидарная ответственность самих граждан, да, в том числе и женщин. Наше здоровье, наша ответственность. Ну да, солидарная. Как-то она так и как бы говорится, да, то есть это между нами, врачами, и самими нашими жителями. Надо отметить, что все-таки рост есть. Сейчас все-таки женщины, ну и в целом вообще люди, они на скрининги более охотно приходят. К примеру, вот мы сейчас, наша мониторинговая группа, мы выезжаем по районам, и то есть проводим тоже какой-то анализ. Надо отметить, что все-таки вот у них есть определенный план, и по этому плану, в принципе, большинство жителей, они приходят на скрининги. Ну, конечно же, среди них есть и люди, которые, к примеру, есть такие вот мифы, да, что у меня ничего не болит, меня ничего не беспокоит, мне не нужно этот скрининг проходить. Но как бы проблема в том, что как раз-таки ранние формы рака, они никак себя не проявляют. То есть мы это можем выявить на скрининге. К примеру, молочная железа, да, это проводится… На какой стадии? Когда на уже стадии. будут, когда уже появляются симптомы, это, как правило, уже вторая, третья стадия. Как с мужчинами обстоят дела? Потому что мужчины тоже не особо охотно приходят к медикам, ну, в силу, наверное, их сознания. Да, мужчины – это такая особенная когорта, которую, как вы правильно отметили, они… Пока ничего не болит, они точно не придут, только приползут к медикам. К сожалению, так, да, зачастую у них нет времени на это, все работают, как правило, это трудоспособное население. Поэтому тоже хотелось бы обратиться как бы отдельно к мужчинам. Как правило, вы знаете, что сейчас очень много мужчин, которые курят. Да, вредные привычки. Как раз-таки это одна из причин развития рака легкого. Да, несмотря, кстати, вот на различного рода запреты, да, очень распространено у нас все-таки вейпы, электронные сигареты и плюс еще и различные заведения, где вот можно покурить еще и кальян. Да, совершенно верно. Поэтому вот
как раз-таки государство на сегодняшний день уделяет очень много внимания, не только как бы таких вот, да, но и средств, в том числе на то, чтобы все-таки проводить скрининги и выявлять эти заболевания на ранних стадиях. Поэтому здесь обследуется население, условно, ну, как бы здоровое население на выявление вот этих заболеваний, именно цель на ранней стадии. Вот сейчас мы с вами озвучиваем, да, прихожу к мысли, что, мне кажется, человек такой сам себя разрушает, да, у нас такая есть функция саморазрушения. Почему так происходит, не знаю, это, наверное, все-таки вопрос не к вам, психологам и к голове к нашей, да. но здесь просто когда наступает момент, и мы начинаем болеть, здесь любое заболевание, ни одно заболевание и болезнь не красит человека, но в данном случае онкология самая страшная, мне кажется, самая опасная. И вот в данном случае редко кто берет на себя ответственность и говорит, да, я сам виноват во всем этом, да, опять же говорят, врачи не успели, не уследили, поздно сказали, мы стоим в очереди, мы пока к одному врачу, пока к другому врачу. Вот в данном случае тоже здесь, наверное, про один из интересных проектов «Зеленый коридор», или к нему попозже перейдем после? Нет, да, действительно, это как бы она локально вытекает из, да, к примеру, пациент прошел на скрининг, ну, условно выявили там рак шейки матки, да, у женщины. Дальше какой маршрут? Да, у всех как бы все задаются вопросом. Что дальше делать? Да, для этого существует, вот у нас с 2021 года в Казахстане внедрен такой проект «Зеленый коридор». Он разделен на 3 уровня, то есть есть 3 маркера. Первый уровень – это уровень ПМСП поликлиники, то есть врач его этому самоконосторожность пациент присваивает вот этот определенный маркер в системе, вот, медицинской информационной системе, на момент присваивается первый маркер, и он проходит все вот эти обследования. То есть это направлено на то, чтобы пациент это обследование прошел в приоритете. То есть у него выявлено подозрение, то есть он должен без каких-то либо очередей пройти эти обследования. То есть там есть определенные сроки. Да? Первый маркер – это от 3 до 5 дней, он должен минимум обследования пройти. То есть далее подтверждаются какие-то подозрения, он обращается к участковому врачу общей практики, специалисту, онкологу на месте. То есть они дополнительно проводят более углубленные исследования. Если они там подтвердили его, следующий маркер – это уже уровень онкоцентра. На уровне онкоцентра проводятся еще более глубокие исследования, да, это то есть там какие-то генетические исследования. И на этом уровне они уже должны дать, скажем так, вердикт. Диагноз подтвердился, диагноз не подтвердился. Соответственно, при подтверждении диагноза далее пациент уже идет на лечение специально. С какими сложностями иногда сталкиваются, какие вопросы чаще вот к вам поступают, как к руководителю медцентра? Конечно же, чаще это вопросы очередности, да, на запись каких-то инструментальных исследований. К тому примеру, это тоже КТ, МРТ. Ну, вы знаете, да, что, например, на эти исследования ходят не только пациенты с подозрением на онкозаболевания, но есть ряд других заболеваний, которые требуют такие вот исследования проведения. Поэтому для этого существует ситуационный центр на нашей базе, который как раз-таки регулирует, старается регулировать эти вопросы. То есть он идет по зеленому коридору, у него возникли проблемы какие-то с очередью, да, он не успевает. То есть для этого же существуют вот эти вот сроки. Поэтому мы стараемся где-то помочь, чтобы он прошел в приоритете, потому что у него есть это подозрение. Ну, наверное, здесь опять же нужно учитывать не только его заболевание, да, подозрение, скажем так, на заболевание, но и какие-то уже психологические моменты, потому что человек переживает стресс. Не только он, но и все родные, близкие, знакомые. Конечно. Да, и здесь еще и работа, наверное, с психологом тоже важна. Совершенно верно, не знаю, вот насчет медцентра, кадров и оснащенности, может быть, несколько слов скажете вскользь, потому что эфирного времени не так много, у нас этот вопрос не стоял на повестке дня. В принципе, да, на сегодняшний день оснащение медцентра, оно соответствует всем нашим нормативам, все, какие необходимо провести обследования, они у нас проводятся. Также мы уделяем большое внимание на развитие малоинвазивных технологий, то есть это лапароскопия начинает, да, если оперативный метод лечения. Есть химиотерапия, например, таргетная терапия тоже на сегодняшний день одно из популярных направлений и достаточно эффективных методов лечения химиотерапии. Есть, скажем, если в контексте лучевой терапии, есть там линейный ускоритель, который на сегодняшний день это тот аппарат, который именно точно облучает опухоль, то есть он не берет, не захватывает окружающие, то есть здоровые ткани, именно. Поэтому медицина на месте не стоит, развивается, появляются новые методы лечения, новое оборудование, поэтому мы стараемся это все как бы проводить модернизацию. И насколько я вот помню из нашего с вами беседы, то у вас есть всегда обучение, приезжают либо из других стран обучают, либо вы в Астану и опять же в Корею, и другие страны. Да, конечно, у нас мы, да, наших сотрудников мы обучаем как на уровне, ну, в пределах Казахстана, также и за пределами, к примеру, в 2025 году вот у нас есть кардиохирургическая служба, есть онкологическая служба, они вот обучались в Республике Литва.
группа хирургов обучалась также вот в ближнем зарубежье, это в Беларуси, в России. Мы регулярно проводим обучение. Ужас Нурланович, еще один вопрос, о котором хотели бы еще сегодня поговорить, тоже успеть. Вакцина вируса папилломы человека. То есть вокруг этого вопроса очень много толков. Опять же, плюсы, минусы. Озвучьте, пожалуйста. Да, все верно. Сейчас вы, наверное, сами тоже замечаете, что много в социальных сетях, ну и в целом на разных площадках обсуждается эта вакцинация. Да? Она заключается в том, что это направлено все на, значит, элиминацию рака шейки матки, то есть уменьшить заболеваемость рака шейки матки. Как вы уже отметили, у нас он тоже состоит, достаточно часто встречающееся заболевание. Суть в том, что в 99% причиной рака шейки матки является вирус папилломы человека. Там есть определенный подтип, один из агрессивных, это 16 и 18. Для него разработана вакцина. Вакцинируются, как правило, девочки в возрасте с 11 лет. Да? На сегодняшний день хотел бы сказать, что да, очень много толков о том, что эта вакцина как-то влияет на, ну, возможно, там, репродуктивную функцию девочек, да, в будущем, на какие-то, в целом на здоровье. Ну, хотел бы отметить, что такой, как бы, корреляции нет, потому что, к примеру, вот ведущие страны, да, в США, Канаде, Австралии, они уже с 2006 года внедрили свой календарь прививочный. То есть он входит в список обязательных? Да, да. Вот в этих странах с 2006 уже почти 20 лет, он уже, и, соответственно, они уже имеют определенные результаты по снижению заболеваемости рака шейки матки. В Казахстане этот проект, он уже включился в 2024 году. Да, на сегодняшний день, конечно же, это добровольное согласие родителей. Конечно же, есть родители, которые, ну, как бы боятся, да, за здоровье девочек, своих дочерей. Это как бы понятная ситуация. И на сегодняшний день мы, и управление здравоохранения, и мы, как онкологи, то есть проводим вот эти вот такие беседы с целью разъяснения, почему это нужно. Также вот хочу отметить, да, вот наш из центральноазиатских стран, да, наши вот ближайшие соседи, Узбекистан, вот узбекские коллеги, они уже с 2019 года внедрили. И сегодняшний день также имеют определенные результаты по снижению заболеваемости рака шейки матки. Ну, вообще, в целом, проблема, наверное, с вакцинацией еще, опять же, страх, непонимание, недопонимание. То, чего мы не знаем, да, или то, что мы не понимаем, всегда вызывает в любом случае бурную такую реакцию. Это как с вакцинацией, когда всегда встает вопрос из религиозных, опять же, соображений, что мамы молодые не прививают детей. С младенчества не делают те вакцины, которые положены. И как результат, когда начинают дети болеть, скрывается первопричина. Да, к сожалению, так и есть. Ну, в этом направлении мы также проводим работы, и с нашим духовенством представители тоже участвуют в наших каких-то встречах. Вот мы с коллективами в школах встречи проводим, с родительскими комитетами, ну и так далее. Как правило, Ужас Нурланович, медцентр, где работают профессиональные специалисты, да, должны заниматься, казалось бы, именно здоровьем человека, но у вас еще и, опять же, профилактическая вот эта вот разъяснительная работа ведется с вашей стороны. Да, конечно, это наше общее дело, мы все как бы заинтересованы в том, чтобы наши сограждане, они меньше встречались с этим заболеванием. Если даже оно происходит, то оно было на ранней стадии, когда мы могли максимально помочь с излечением от этого заболевания. На самом деле такие факты уже есть, выявленные на первой стадии, они достаточно хорошо лечатся, и, в принципе, безрецидивная, и вот эта вот выживаемость, она достаточно высокая. Также вот хотел бы отметить, да, по статистике, что все-таки на сегодняшний день, это вот возвращаясь к вопросу, приходят ли люди, да, сейчас на скрининге, если смотреть, то около 30% все-таки на сегодняшний день выявляется именно в начальной стадии. В начальной стадии, во время скрининга все-таки. В том числе, да, во время скрининга. И если смотреть в 2025 году, то в 2025 году, к примеру, это было 25%, а на сегодняшний день это 30%. Поэтому это, я думаю, что это хороший показатель работы именно в целом системы здравоохранения, но и также и первичной медицинской помощи. И несмотря на все то, что мы сейчас с вами озвучили, да, это и разъяснительная работа, профилактические беседы, это и лечение, естественно, плюс на ваших плечах, опять же, и научно-исследовательская работа. Я так понимаю, когда ваши коллеги, опять же, проводят научные исследования, защищают работы на магистратуре, в докторантуре и так далее. Действительно, да, мы как так являемся университетской клиникой, поэтому это как бы у нас и входит наш, скажем так, план работы, это проведение исследований именно влияния вот этих всех факторов
Да, такие работы проводятся, в принципе, достаточно успешно. Я почему поинтересовалась уже в конце интервью, потому что совсем недавно в этой самой студии были ваши коллеги. Правда, мы тогда говорили на другую тему бесплодия, но поэтому я знаю, что вы проводите еще и научно-исследовательскую работу. Да. Спасибо вам огромное за беседу. Напомню, сегодня в студии был Уразаев Улжас Нурланович, директор медцентра Западно-Казахстанского медицинского университета имени Марата Успанова, главный онколог области, доктор PhD. Уважаемые телезрители, если вы полностью не успели послушать наше интервью, найти вы его сможете на YouTube-канале телеканала РИКа. У нас на этом все. До скорых встреч.